Минархстройкоми раскритиковал работу муниципальных чиновников. Сегодня на коллегии ведомства подвели итоги за прошлый год в сфере ЖКХ и градостроительства. О сухих цифрах и подмоченной репутации некоторых муниципальных глав. Репортаж Евгения Ракина. С неутешительных итогов начал свой доклад замминистра Александр Лутшев. Больше всего претензий по подготовке к отопительному сезону. И хотя зима прошла более-менее спокойно, не считая инцидента в Водном, муниципальные власти порой не слишком ответственно подходили к выполнению своих обязанностей. Готовность котельных, в том числе состояние электрооборудования котельной поселка Водный, жилищного фонда в части касающейся внутренних систем отопления и беспрепятственного доступа в помещения, где никто не проживает. Это и поселки Водный, село Айкино, а также состояние системы отопления поселковой больницы поселка Кожва ставит под сомнение достоверность паспортов готовности этих объектов. Если за подготовку к зиме хорошую оценку не заслужил ни один муниципалитет, то Печоре и вовсе поставили кол. В декабре котельные поселков Чикшино, Набережный и Каджером работали, что называется, с колес. Для исправления ситуации потребовалось вмешательство региональных властей. Кроме того, печорский филиал Комитепловой компании в стадии банкротства. Впрочем, на самой коллегии представителей самого проблемного муниципалитета не было, что министра удивило. Та задача, которая поставлена главой республики на этот год. Значит, муниципалитет, в котором у нас все-таки плохое жилищно-коммунальное хозяйство, да, то есть как бы плохой глава муниципалитета. И я в этом отношении соглашусь. Неактивно участвуют муниципалитеты и в программах по софинансированию. Так, например, по проекту «Чистая вода» на этот год поступила только одна заявка от Усть-Куломского района. В ответном слове муниципальные чиновники оригинальностью не отличились, повторив в своих отчетах цифры, сколько отремонтировано, заасфальтировано и освоено. Мэр Воркуты, города с самым крупным долгом за коммуналку, предложил свой вариант оптимизации расходов. Так, в Заполярье много пустующего жилья. Бывает, что в 100-квартирном доме живет всего 7 семей, а топить приходится весь дом. Решить проблему можно лишь переселением. Сегодня разработан проект программы муниципальной. Да, мы будем искать средства, да, будем обращаться, наверное, за помощью. В целом мы просчитали, конечно же, и тот эффект, который мы получим в случае реализации этой программы. Это даже вот по первым расчетам это более 100 миллионов рублей, то, что местный бюджет сэкономит по году. Вот, то есть это то, что фактически сегодня мы можем начинать уже эту работу, да, по ремонту квартир, то есть это деньги возвратные. Ценным опытом непосредственного управления поделилась одна из усинских коммунальных компаний. Ей удалось снизить тарифы по обслуживанию и текущему ремонту на 10%. Секрет успеха прост. Компания приобрела спецтехнику, открыла собственный расчетно-кассовый центр, приобрела офис и таким образом избавилась от арендных расходов. Более того, всю хозяйственную деятельность компания ведет сообща с жильцами. На сегодняшний момент у нас в совете дома, кстати, по 19-11 человек. То есть они работают в каждом подъезде по 5 человек. Они, понимаете, кто-то в отпуск, то есть они планируют, что им сделать. Мы вместе спускаемся, они меня приглашают с подрядными организациями спуститься в подвал, на кровлю, посмотреть. Мы все это протоколируем. То есть мы вместе убираем снега около дома, то есть они убирают машину, мы все это зачищаем. То есть они видят работу, и нам хорошо, и им хорошо. Однако таких благополучных управляющих компаний в Коми единицы. Гораздо чаще коммунальщики в основном недобросовестно относятся к своим обязанностям. Евгений Ракин, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.